Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Его мысли и чувства к вам. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на любимого, либо на того, кто вам интересен. Представьте его, назовите его по имени. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, а какие у тебя мысли обо мне? И что ты чувствуешь ко мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же у него в мыслях и что у него в чувствах к вам. Так, ну я сразу скажу, и вы, наверное, сами увидели, что он вас любит. Он любит вас, и это, да, любовь, настоящая, чистая, искренняя. Возможно, он уже осознал, а возможно, буквально вот со дня на день, да, дойдет, что, оказывается, я ее люблю. Мысли, сразу скажу, беспокойные. Ну, вы сами видите. Что-то, может быть, случилось, накануне случилось, между вами, что-то сказали, может быть, поссорились, может быть, какие-то претензии были, а может быть, даже кто-то что-то наговорил. Ему сейчас очень беспокойно. У него в мыслях сейчас, смотрите, вы расходитесь. Видите? Вы в одну сторону идете, он в другую сторону идет. Это у него в мыслях. Либо зол на вас, либо действительно что-то вот прям случилось такое, да, бомба взорвалась какая-то информационная. Знаете, злится, обижается, ревнует, переживает, хотел бы вот что-то доказать. Наказать даже, может быть, у кого-то отыграется. Но, знаете, злится на вас. Он отходчивый, он отойдет. Что еще в мыслях очень интересно? Вот прям считает, что вы упрямая. Считает, что вы, вот как баран упрямая. Вот простите, пожалуйста, да, не хочу никого обидеть. Вот это его мысли. Говорит, ну как так? Как она может быть такой упрямой? Как женщина может быть такой упрямой, одновременно смелой и непробиваемой? Вот вы для него, знаете, вот какое-то как землетрясение, да, каждый раз он с вами не знает, к чему готовиться. Вы просто разрываете его мозг, иногда своим поведением. То есть вы странная для него. Иногда вы просто душечка, такая милая, такая добрая, такая вся теплая. А иногда вы для него сущий дьявол, рвете его просто на части. Да. С одной стороны, он всегда чувствует себя на взводе, потому что вы, такой живой огонь, можно сказать. Но с другой стороны, вот чем старше он становится, тем больше ему хочется покоя, хочется теплоты, хочется, может быть, каких-то таких, знаете, спокойных, размеренных дней. А с вами каждый день как на вулкане, не зная, что от вас ждать. Он иногда даже может где-то на работе задерживаться, либо вести себя, да, вот как-то отстраненно. Вот страх, чтобы не поругаться. Страх, что вот я что-то скажу не то, сделаю не то. И пойдет реакция такая вот прям, которую невозможно остановить. Он может быть и сам не подарок. Может быть, он там где-то ленится, где-то он там противный, где-то он там со своими какими-то нравоучениями, либо с каким-то, может быть, со своим приколом, который вам не нравится. Но за себя он молчит, за себя он не замечает, типа, я ж мужик, да. Мужик сказал, мужик сделал, так и надо. Да? А вот к вам претензии есть. Может быть, это показал песок, вот именно такие мысли, потому что накануне что-то произошло. Может быть, еще раз говорю, кто-то что-то оговорил. Может быть, открыл сегодня ваш Инстаграм, а вы там с кем-то в обнимочку, с коллегами, либо там с друзьями. И вот прям ревность ударила в голову, глаза кровью налились. Но у многих отыграется, что что-то между вами накануне произошло. Может быть, вы даже и не заметили этого момента. Что-то вы ему сказали, какие-то мысли свои выразили. А он услышал, раз и в себе закрылся. Так, да, шкатулочка схлопнулась. А вы и понять не можете. Он вроде как бы ничего не сказала, ничего не произошло. Почему он так себя ведет? Вы ему взорвали мозг, вот как хотите. Ваше поведение, ваши слова, какой-то, может быть, ваш поступок. Он сейчас в полном раздрае. Мысли путаются. Но мысли такие, что упрямая, противная, как могла, почему так поступила. Ругает вас сейчас. Но чувства у него искренние, чувства настоящие. Но я вижу, что эти чувства обоюдные.
Вот смотрите, он, вот вы, между вами любовь. И вот оно даже сердце вышло. Смотрите, что я вам скажу. Вот он 100% уверен, и он знает, что ваши чувства и ваши отношения, они в ваших руках. Видите, вот женщина в руках – это сердце. Вы будете принимать решения, и вы будете вершить судьбу двоих. Быть вам вместе, либо вам расходиться. У него к вам есть претензии, и условия, скорее всего, есть. То есть, если вы желаете брака с этим человеком, то он вас о чем-то попросит. Либо озвучит, да, свою какую-то претензию вам выскажет, что ну, я хочу, чтобы ты была там позговорчивее, подобрее, помолчаливее даже, может быть. То есть, что-то он вот прям себе обдумывает, да, что вот я поставлю условия. Но это хорошо, он готов договариваться. И еще важный момент. Вы должны знать, что он от вас скрывает какую-то дамочку. Вот она. Скорее всего, к нему липнет, пристает, внимание его ищет. Он к ней относится снисходительно. То есть, в принципе, его это развлекает. Но развлекает в плане того, что, ну, как бы, да, я мужик, вот смотрите, как бы на меня девушка повелась. Но как женщина она ему не интересна, она ему не нравится. То есть, как бы он не любит таких вот прилипал, приставал, женщин, которые начинают за мужчиной бегать. Вот это его, конечно, раздражает. Ну, тут такое двоякое. Он вам не говорит. Это, скорее всего, женщина, она вот как-то с вами не пересекается. Может быть, где-то вот по рабочим вопросам он с ней встречается. Может быть, это какая-то, может быть, бывшая, там, может, однокурсница, еще кто-то. Вот прилипла к нему такая женщина, постоянно его дергает, беспокоит. И ему страшно, знаете, у него как адреналин играет, да? С одной стороны страшно, что вы узнаете, устроите сцену, а с другой стороны он думает, вот хорошо бы было, если бы она узнала, чтобы она знала, какой я классный, что за мной женщины бегают. Вот этот момент идет. Почему-то он считает, что вы суровая в отношениях, прям такая вот кремень, что если что, вы ему раз, пошел вон, пошел вон. Либо он этого боится. Либо, может быть, какие-то ваши прошлые отношения, которые он там, например, вы ему что-то рассказывали, он такие умозаключения сделал, что вы такая. Ему почему-то кажется, что у вас всегда есть какой-то запасной вариант. Либо для вас вообще не проблема найти другого человека. Может быть, он, знаете, еще думает так, что вы не активно включаетесь в эти отношения, не полностью в них растворяетесь. Не знаю, там чадру не одели, себя дома там на ключ не закрыли. То есть человек сам не знает, чего хочет на самом деле. Он, смотрите как, вот любовь ему в голову ударила, да, но он еще к этой мысли не привык, да, к этому ощущению не привык. Должно пройти время, он должен успокоиться. И, возможно, даже вот я позже сделаю еще такую отсыпочку, посмотрим. Просто сейчас у него настроение не очень, да, в момент. В сегодняшний момент настроение к вам такое, знаете, мутное. И обиделся, и расстроился, и в себя ушел. Да, мои дорогие, человек интересный. Но вы должны точно понимать, что он о вас думает, и то, что он вас любит. И это самое главное. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.